Улица Речников. Идем по улице Речников. Довольно интенсивное движение. Магазин Речник. Две у них, видите, сидит. Там балкон как красиво сделан. Видите, балкончик красиво сделан, да? Оба! Проходим с вами. Ой. Тяжело нагибаться приходится, пролазить. Раньше здесь проход был раза в 3 шага. Уплотнили, да? Ну, проход-то оставили как бы. Бабах. Кладовка, да. Рассыпалась уже вся. Ух ты, ягода же даже как. Это что за ягода, а? Смотри, сколько. Ух ты. Это что она валяется? Сколько здесь ягоды-то, а? Видно? Целый ягодник. Ну вот такой типичный дворик. Жилой дом. Вон собачка в вольере. Ну, мы не будем к ней подходить, пугать. Вон она лежит, видите, да? Пушистая. Вот у людей, смотрите, как все красиво. Ой, там собачка. Ой. Ой. У всех собаки. Так что надо быть осторожным. Тропинка. Смотрите. Так, переходим. Тут какой-то люк. И там слышно вода течет. Канализация. Трансформаторная подстанция. Такая. Близко к ней не подходить. Да. ЧБшки получается. Нет, это благоустроенное. Полностью благоустроенное жилье. Чистенько, смотрите, полностью благоустроенное жилье. Смотрите, какой у них фундамент гигантский. Зорги 17, высокий. Прямо по курсу я жил. Да. Ходить, гулять. А вот смотрите, видите, да? Как в Якутске делают холодильник. Вот на улице такой ящик, да? Видно? Вот на улице ящик и, короче, там зимой просто туда выставляют еду, разного мяса и так далее. И вот здесь тоже с этой стороны видим такие холодильники, ящики делают. Зачем нам холодильник в доме, если зимой у нас минус 40, минус 50? 3 месяца, по крайней мере, стоит, а так морозы вот сейчас от середины октября где-то будут до марта месяца. Беринга 38 дом. Ну, хороший забор какой сделали. Смотрите, но это кто-то сам себе его так вот сделал. Вот тут вот у нас была детская площадка, мы там на ней построили гараж посередине. Ну гараж-то важнее. Гараж-то тоже старинный этот. Раньше не было. Сухой мусор, вот видите, да, сухой, мокрый. О, смотрите, кто-то. Матрас такой. Матрас. Да, можно полежать. Устали ходить. Вот даже одежда там чья-то есть. Все так устроено. Кто-то лежал даже. Человек работает. А вот здесь Ух ты! прямо за забором есть платье. Там база Екатеринбурга 100 километров. Продам. Смотрите, там даже веранда какая-то есть. Смотрите, он что сделал. Гараж с верандой сверху. Супер. Пушкина 103. Как Пушкина? Пушкина же в городе где-то. Пушкина же в городе, господи. Беринга. Улица Беринга. Смотрите, здесь какие большие вот эти вот
стеклопакеты, или как называется, рамы в коридоре, да, ага. В коридоре деревянные. Вот это, да, индивидуальный дом, планировка. Заборчик такой. Кто-то сам, видите, так аккуратненько их закруглял. Да, ну тут, конечно, есть что посмотреть на Грессе. Много интересного. О, собака. Собака. Ну ладно, это ручная собачка. Надеюсь, она на нас не накинется с вами и не покусает. Улица Ливаневского, 103. 37/1. Понятно. 6 киловольт. Сюда лучше не подходить. Угу. Какие здесь эти, смотрите. Да, вот это тоже дом старый. Видишь, совсем тоже все сгнило. И он причем еще, смотри, неравномерно провалился. О, какие у них эти входы. А здесь кто-то себе домик построил. Хороший. Здесь уже улица Челюскин. Челюскин. Такой был полярник Челюскин. Вот, который любил севера. Полярник. Зимовал на льдах где-то. Вот улица имени Челюскина. Ну, правильно. Как еще наименовать? Челюскин. Только Челюскин. Ой. Ой. Страшное дело. Гавкает. И там еще такие собаки какие-то все здесь породистые. Бультерьеры. Челюскина 12. Может, он под дом заглянуть. Ну, что же, тут главное ни на что не наступить. Он покажет, не покажет, что. Вот, смотрите, видите, да, какие сваи здесь. Вот на таких вот опорах стоит этот дом деревянный. И они, если сгниют в воде, да, соответственно, этот дом упадет. Соответственно, он покосится как-то. Ну, они все, как правило, уже такие кривые эти дома. Поэтому, ой, прямо в грязь. Прямо в грязь залез. Отмываться придется потом. Тут дача или что, дом у него. У каждого такой вот дворик, хозяйство, машинёшка. Здесь одноклассник жил. И здесь квартира у него переделанная была из кладовки. Понятно. Даже так люди переделывают, чтобы жить, вот переделывают квартиры. Цены на жилье в Якутске не маленькие. Не сказать, что как там в Москве или Санкт-Петербурге, но они не маленькие. Поэтому людям, чтобы жить, вот приходится в таких районах себе брать какое-то жилье и здесь жить. А куда денешься-то? Это еще у нас город, тут еще нормально как бы. А там где-то в деревне жить, там вообще труба дело. Ни тебе ни больниц нету, ничего нету. Здесь просто в последнее время все тут все упадет. В моем детстве было все тут нормально. Да, ну, конечно, это сейчас дело рук самих жильцов все это, все эти дороги, кому до города, до сюда дел никаких по сути нету, поэтому сами как могут люди. Но зато есть возможность поставить вот такой шикарный гараж себе, смотрите, да, и в нем машины. Так, мы посюда идем. А вот смотрите, старый корпус от телевизора. Раньше такие телевизоры были ламповые, деревянный корпус.
с ножками даже еще. Так что, если кто любит старье, здесь можно много-много всего интересного найти. О, протекает труба. Труба протекает. Капает у нас оттуда, с самого верха. Вот это вот мы заходим за дворы. Вот. Так, ну вот смотрите, у них подходит вот эта теплотрасса, но она что-то вся раскрыта. Ну как же зимовать-то не будут. Надписи всякие разные. Кладовка у него сейчас куда-то туда ушла. Смотрите, у них тут огородик даже такой приличный. Вот они здесь что-то высаживали. Ну сейчас, конечно, уже октябрь месяц. Все убрали. Ну да, тут пространство есть, как бы, где можно разместить чего-то. Тоже грядку. Туда куда-то ходы какие-то. Идем с вами вот по такому искусственному тротуарчику. Так, ну что, дальше топаем с вами по таким улочкам района Гресс. Ну тут даже, смотрите, щебень. И вот идти уже удобнее, грязи такой нету. Здесь щебень. И вот везде, здесь, по всему городу такие афиши, реклама «Куплю рога». Уже второй год. Собачуля еще одна бежит, а вон там вторая ждет. Ой, страшное дело. Продукты, магазин продукты. Я думаю, эти собачки, они продукты. Так. Ой, какая. Это целая куча. Смотрите. Целая стая. Но они не агрессивные. В общем-то, на людей не нападают. Да. Вот. Реклама Единой России. Единая Россия. Ой. Ладно. Смотрите, флаг России. А вот это контейнера. Смотрите, контейнера. Вот пятитонник. Такой контейнер был. Туда можно скарб. Ух ты! Беринга 32. Тут улица-то вообще шикардозная. Смотрите. Вау! Дом. Какой дом шикарный. Плиточкой какой-то дорогой. Двухэтажный. Ой, пес там, смотрите, вы слышите, да? Забор-то у них какой. Все тут отделано. Шикарно как отделано. Да, богач живет. Тут улица богачей, вот это я так понял. В этом районе. У каждого, конечно, тут машина. А вот смотрите, гараж. Такой, да, гараж. И у него труба уходит с гаража. Там, значит, печка стоит, и он отапливается печным отоплением каким-то. Видно, да? Значит, если газа нету, вагончик. Смотрите, такие вот вагончики, раньше здесь люди в них жили. Туда не будем заходить. О, тут собачка гавкает на нас. Я туда не буду заходить.
Вот это было Страшное дело. два комната, а прямо была кухня. Тут даже, смотрите, выключатель есть. Не работает. Прямо кухня там маленькая такая и две комнаты. Ой, ладно, все текаем. Что у нас здесь сожрут? Сожрут и часы. Шина какая большая валяется. Можно физкультурой заниматься. Вот она сидит. Да. Да, постройки 60-го года, где-то так. Ну вот обделаны они профлистом. Там, смотрите, даже видеонаблюдение у людей. Видеонаблюдение. Смотрите, видеонаблюдение все целое. А здесь домик тоже. Ох, как шикарно. Осторожно, злая собака везде. Класс, да? Ну и такие вот гаражи здесь позволяют люди строить себе из бруса. Из бруса. Да. Кто-то песочек при себе привез. Подсыпать дорогу, видать, или что-то там. Вон она пытается вылезти. Собачуля-то. Собачуля пытается вылезти. Ну вот вышли мы с вами на улицу Бабушкина. Вот так она выглядит. Асфальта нету. Зато магазин продуктов. Там он вдалеке ГРЭС находится. ГРЭС 1. Сейчас уже у нас ГРЭС 2. А это как бы в резерве. Вот какой дом. Смотрите. Шикарный. Здесь он у них. Кладовка чья-то. Забыли про нее. Ну и здесь камыш. Камыш, камыш. Деревья гнулись. Вот сколько камыша. Какой камыш высокий. Вот видно там машина, видите, да? Старый какой-то УАЗик, буханка. Водоканал написано. Раньше было Якутянеба. Да. Ну, мы идем здесь по отсыпанной дорожке вот такой вот. Что-то делают. Строители. Видите, какую машину. Большой трактор везут. Не трактор, а как он называется, с ковшиком. Вот этот самый. О, даже больше, меньше здесь, что ли, находится. Ну тут надо, смотрите, чтобы ходить, тут надо хорошие ботинки какие-то, такие, для грязи, да? И можно смело шагать. Или резиновые сапоги. Придется мне обувь мыть. Что, участок. О, куда я зашел? Наверное, надо на ту сторону податься. Вот так вот лучше идти. Почта России, отделение связи. Вот здесь вот. А он где желто-оранжевый, это желто-экспедиция. Угу. О, смотрите, корабль. Да, там. Целый корабль. Кто-то корабль сюда привез и поставил. Вот этот корабль. Улица Речников, дом 2. Улица Бабушкина. Точно, Бабушкина. А здесь, вот смотрите, на улице Бабушкина Жилдорэкспедиция. Да, то есть большая транспортная компания, кто переезжает куда-то на ПМЖ в Россию, они вот могут воспользоваться услугами этой компании Жилдорэкспедиция. Она находится на ГРЭСе. Сейчас туда немножко пройдем с вами, посмотрим. Ну там я вижу склады уже какие-то. Арбуз.
охраняет, видите, вместо людей. Вот так вот. Но мы не будем к нему подходить. Он чувствует, наверное, что мы туда не идем, поэтому он так мирно себя ведет. Там еще есть. А здесь вот, смотрите, гаражи суточно снимают. Какая здесь техника большая. Большие экраны такие еще. Это советские. Самые собачьи. Ой, места в гараже посуточно. Вот вход. И вот здесь можно по суткам машину свою. Так, ну вот тут жилой сектор был, все посносили. Теперь все посносили. Пустота вот такая вот стала. Ну видно, что... А вот тут еще что-то немножко осталось. Такой гул слышно. Гул это электростанция. То, что турбины вращаются. Турбины вращаются, и вот, соответственно, это вибрация. А вон там он частный сектор. Можно туда вон пройти. Допустим. Здесь видно еще люди живут. Здесь это осталось жилище. Бельишко на улице висит, сушится. Людей. Вон даже там мангал, смотрите, мангал, видно? Так, ну и все, похоже здесь. Похоже здесь тупик. Похоже здесь тупик, точно тупик. Такая помойка, все скидывают. Есть там переход. Так, здесь тоже тупик. Так, надо сюда идти. Что-то мне страшновато уже делается, честно говоря. Ходить здесь приходится нагибаться сейчас и лезть под вот этой трубой. Ой, ой, как, ой, ё-моё, блин. Если бы не радикулит, было бы переход. Так, пришлось мне перелезть вот через эту штуковину, и тут как-то пройти надо. Ой, господи. Ой. Смотрите. Что только не сделаешь для контента. Куда только не пойдешь. В какие дебри. Ой. Ой. Так. Прошли. Пустырь вот такой вот здесь. Так. Идем. Вон туда. Идем. Так, камни, смотри, какие. Здесь кирпичи. Не радиоактивные ли они здесь, ё-моё? Как здесь пройти-то? Смотрите. О, господи. Очень опасно. Если бы я не был циркачом, я бы тут, конечно, не прошел. О. Качели вон там, смотрите, у людей. Ну, это дом-дача, смотрите, да, вот здесь вот рядом город, да, чем у вас иметь как бы за городом где-то там за 40 километров дачу, да, как многие в России имеют, да, там дача где-то у них вдалеке, да, за 100 километров бывает, за 40, за 70. И здесь вот домик такой делаете, и там у вас и дача, и дом, и картошку садите, и все, короче, подряд. Теплотрассы какие. Тепло вот подходит. Да, правильно, это городская деревня. Видали, какие трубы здоровенные? Тепло идет по этим трубам. А это вот какой-то концентратор, да, тепла. Часть сюда идет, распределитель. Часть сюда идет, часть вот туда выходит.
катушки из-под провода. Видите, да? Люди их приспосабливают, эти катушки, и вот так вот они их используют везде. В хозяйстве. Очень нужная вещь. Вот тут даже что-то насыпали, типа дамбы, да? Такой. Здесь какой-то водоем. Водоем. Типа дамбы. Так. Мы уже выходим на улицу Крыжижановского. Вот он так выглядит. Крыжижановского 4А. Домик какой прикольный, да? Большой. Окна какие у него большие. Идем дальше. Это вот столярный цех. Тут когда-то был. Сейчас здесь стекла поколочены все. Что там внутри, неизвестно. Ну, когда-то люди жили, у них тут производство, что-то делали. Вывеска Якутскэнерго, 100 добрых дел. Ух ты, какой, смотрите, домина впереди-то, а? Смотрите, 3 этажа, но это на первом этаже у него гараж. Сворачиваем. И здесь мы видим вот, это не асфальт, что это, бетонные такие вот, бетонные. Да, раньше такая дорога была в аэропорт, вот такая, такими вот плитами бетонными как-то ее делали. Вот здесь вот осталась улица Крыжижановского. Со времен СССР она так выглядит, в принципе, нормально. В принципе, нормально. Дальше идем. Видите, машин совсем нету. Улица Крыжижановского. Здесь, смотрите, уголь. Уголь, кто-то углем топит. Вот уголь привез себе и он там просеивает его, да? И на тачке возит к себе. Вот такой песик. Ой, боюсь я их. Боюсь. О, там, смотрите, бегут еще вперед. Сейчас что будет, а? Это они на нас бегут, что ли? Это не на нас они бегут, а? Главное быть. Да, главное на собак не реагировать никак. Смотрите, собачий мир здесь. Куда-то побежала. Ты что, мало собак? Ну да, мы понимаем, да, понимаем. Смотрите, мы что тут обнаружили. Гусей, гуси-гуси, га-га-га. Есть хотите? Да-да-да. Ой, какая прелесть. Какая прелесть. Какая прелесть. Он к нам бежит. Смотрите. Ой, как он песню поет, а? Ой, красавчик, красавчик. Молодец. Пропелся, пропелся. Таланты свои показали. Идем дальше. Видим, недавно вот эти дома, в общем, построены. Относительно, конечно. И проходим дальше. Смотрите, как тут интересно. Трубы проходят вот так вот. Каждому дому от этой теплоцентрали, да, теплотрассы, от этой идет труба вот таким вот образом. Заходит она в дом уже. Вот, смотрите, видите, да? Насыпали специально, чтобы было удобнее ездить. Так, ну тут, наверное, тупик уже. Крыжижановского 28/4. Угу. Тут эти почтовые ящики. Даже кто-то газеты читает еще. Везде собаки, везде. Попробуй сунься. Сразу покусает. О, баллонка. Стрижена. Баллоночка. Во. Пришли.
Выйди и предъяви пропуск. Остановка вот такая. Свой мир. Информация. Гаражный кооператив. Ну да. Дорога тоже хорошая. Ну, да, если кому что надо, вот не обязательно магазин, можно сюда прийти и найти богатство для себя. Но я думаю, что уже основные богатства здесь выбраны. То есть это цвет мед там, как бы, ух ты, какая качелина, смотрите, интересная. Просто цепь, и вот там снизу сидишь и качаешься на ней. Сколько ей лет, интересно. Да, похоже чем-то на детский сад. Или что это? А вон сверху, видите, да? Там маленькая кошка такое. Как это, мансарда, да? Чердачок такой. Ну, такие симпатичные домики. Строили бы такие, да? Они красивее, чем сейчас вот эти вот делают какие-то без отделки, вообще просто. Но зато сейчас такие вот здоровые делают, какие-то двухэтажные. Крыши андулином закрывают, кроют. Так. Так. Вот район такой, а здесь проходим улица Крыжановского. Что такое Крыжановский, я вам не скажу, честно говоря. Да, скорее всего, был какой-то революционер, который отметился тем, что был вот в Якутии, что-то предпринимал, какие-то действия во времена гражданской войны. Ну, естественно, на стороне большевиков, потому что эти все наименования улиц, они с советского времени сохранились в городе. Ух, там музыка играет. Частный сектор. У людей видеонаблюдение. Видно, да? Это они вот эту ель охраняют свою. А здесь, смотрите, все новенькое такое. Типа терраса недавно сделана. Красиво. Все. И въезд тоже такой шикарный. Вот здесь что-то они балконные двери зачем-то взяли, поставили. Типа огородили. Пока. Вот тоже кладбище металлолома. КамАЗ. Кузов. Что у него? Все раздолбано уже. Что-то он какой-то не тот, да? Китайский. А, японский. С другой стороны руль-то. Ага. Ну, навозик. Удобрение на грядке. Туда улица, сюда улица. А вон там на двери служил на границе, уволен. Овчарка. Почтовый ящик. Гараж. Ну, все как надо. Так, и мы сейчас приближаемся к хлебозаводу. Там, где пекут булки. Вот, видите, да? Такое здание желтое. Или зеленое, а желтое. И на нем вывеска ЯХ-КХ. Смотрите, у нас еще дуванчики вон растут. Видали? Дуванчики еще растут. Красота. Вы проснули. Разбудили собаку. Она охраняет там что-то. Да. Вот эти все районы находятся в промышленном округе. Да, здесь дом, вот эту веранду пытались они, видать, расшириться как-то. Построили и забыли. Опять пришли в Камыш. Сибнорд. Вот это какая-то улица интересная. Ну, вот эти по этим поддонам, да,
деревянным. Видно, что здесь, раз они здесь лежат, здесь вода была. Вода разливалась, люди вот так вот ходили по этим. Вот тут убрали один, куда-то утащили. Может, на шашлык доски пошли. Вот так вот люди ходили раньше, когда тут разливалось. Вот этот водоем вот разливался вот трассами. Так, сейчас еще придется нам нагнуться. Опа! Ой! Ёлки-палки. Тяжелый случай. Ладно. Надо гимнастикой больше заниматься. Проходим дальше. Ох, там какой домик-то, смотрите, шикарный. Трехэтажный, он на 3-м этаже, он там даже сколько цветов-то, у них. Ну, вот люди живут все-таки. Там у них, смотрите, вот большое какое, этот, не балкон, а как называется, таких как называется вот на этих вот делают вот эти веранды, да? А какая большая веранда, смотрите, да? Поближе там приблизимся. Большая веранда такая стекленая. Здесь единственный минус то, что эта дорога, да, она, конечно, пыльная. Но здесь смотрите, как все оформлено. Деревья посажены, ели, сосны. Так, и вот здесь вот, да, хлебзавод мы видим. Вот он там вдалеке, под солнышком. Хлебушек там пекут. Вот смотрите, какая веранда большая у них там. Ну, вот такая дальше улица. Кто-то даже продает. Телефон указан. Видно, нет. Вот телефон. Дома из бруса. Ну да. Ну, наверное, когда-то эту дорогу сделают. Когда-то. А в принципе, тут у людей у всех машины, поэтому зачем здесь тротуар? Да? Для чего он нужен? Интересно, смотрите. На территории бойцовские собаки. Бдительная просьба не испытывать судьбу, собаки умеют открывать дверь. Так что побыстрее отсюда валим. Пройти сложно. Приходится вот таким вот путем. Опа! Тоже вот продают. Но тут цены не дешевые. Кажется, на кажущуюся вот эту развалюху все цены здесь не дешевые.